Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодняшнее наше онлайн-мероприятие посвящено 110-летию со дня рождения Бауыржана Момышұлы. Казахский советский писатель, литературный критик, переводчик, кадровый офицер, а также командир дивизии. Участник Великой Отечественной войны, битвы за Москву, герой Советского Союза. Родился он в семье кочевника на Южном Казахстане. Рано остался без матери, одним из первых, кто окончил 9-летку в русской школе. Работал учителем, экономистом и прокурором. В ноябре 1932 году был признан рядовым красноармейцем, окончил полковую школу. В январе 1934 году был уволен в запас, работал старшим консультантом Казахстанской республиканской конторы промышленного банка. В марте 1936 году призван в Красную армию вторично. Служил на Дальнем Востоке в 315-м стрелковом полку 105-й стрелковой дивизии командиром взвода. На фронт он ушел в 1941 году. К званию Героя Советского Союза был представлен в 1942 году, однако удостоен посмертно. После войны в возрасте 45 лет он вышел в отставку и начал писать книги, чтобы донести правду о войне от лиц тех, кто ее знал не понаслышке. Бауыржан Момышұлы стал основоположником казахской военной литературы. Книги, которые написал, это биографическая повесть о генерале Панфилове «Наш генерал», а также книга-хроника «Психология войны», «За нами Москва», «Наша семья», «Фронтовые встречи», «История одной ночи», «Дневник офицера» и многие другие. Они стали значимым достоянием литературы Казахстана, переведены на многие языки мира. Скончался он 10 июня 1982 году в Алматы, похоронен на кладбище Кенсай. В 1990 году золотая звезда Героя Советского Союза пришла в Казахстан. Здесь ее считают наградой всему казахскому народу. Бауыржан Момышұлы прожил жизнь, которая ложится в основу книг и фильмов. Нет казаха, который бы не знал, кто такой Бауыржан Момышұлы. Для меня он останется всегда одним из тех людей, для которых превыше всего было слово «долг». И он действительно легендарный сын казахского народа.